Прывітанне спадарства, вы ў жывым эфіры Белсату і зараз аналітычная праграма «Размова». З вами вядучы Віталь Цыганкоў. Ці гатовае украінскае войска і грамадства да сур'ёзнага ўзброенага канфлікту з Расіяй? Чаго ў прынцыпе стратэгічна дабіваецца Крэмль, змены ўлады, геапалітычнага разварота ўкраіны ці проста дэстабілізацыі сітуацыі? Ці чакаюць у Кіеве нападу з боку Беларусі? Абмяркуем гэты да іншыя пытанні разам з сённяшнім госцем размовы. На сувязі украінскі палітолог Евген Магда, дырэктар Інстытуту сусветнай палітыкі. Евген, прывітанне. Добрый вечер. Я боюсь, что вот это першае пытанне, з якога я б хацеў пачаць нашу размову, напэўна, вам і любым украінскім экспертам, палітолагам, палітыкам задаюць зараз даволі часта. І сітуацыя, тым не менш, в такім напружаным стане знаходзіцца ўжо некалькі месяцаў, але кожны дзень дадае нейкую новую інфармацыю і нейкі новы працэнт у, скажем, адказе на гэтае пытанне. Ці становіцца сур'ёзны канфлікт з Расіяй больш верагодным, ці гатова да его Украина? Ну, люди ко всему привыкают. Я только хотел бы напомнить о том, что война с Россией продолжается с 2014 года, и никуда она не исчезла, что ее жертвами стали уже порядка 14 тысяч человек, и Россия вряд ли собирается останавливаться. Евген, Цели России достаточно... Першым працягнуць думку, вот гэты, калі вы кажаце гэтыя словы, вы і іншыя эксперты про то, что война уже ідзе, я вот кожны раз стрымліваюсь, але все-таки хочу такую реплику допустить, что это такая дивная война. Товарозварот, например, Россия застаецца третьим гандлёвым партнером Украины. Я прочитал, рыхтуючыся до эфира, такую информацию, что вот в 2021 году за полгода товарозварот вырос на 8%. Ясно, что он зменшился с 2015 года, але нема разрыву дыпламатычных сувязяў, нема таких рэчах, якімі называецца война. Працягваецца товарозварот, закупляюць электрычнасць. Якая ж гэта война, по сутнасці? Ну, странная война, она была уже во время Второй мировой войны, поэтому тогда же тоже англичане и французы фактически смотрели, как немцы разорвали Польшу, правда? Поэтому бывают разные ситуации, и, наверное, дело в том, что у Украины до 2014 года было не только много связей, и Россия была экономическим партнером номер один все-таки, а сегодня она таким партнером никак не является. А с другой стороны, ну, наверное, для некоторых граждан Украины принцип «кому война, а кому мать родна», он тоже работает. Это правда. Мы, к сожалению, таким образом платим за то, что Украина является демократическим государством. То есть были бы мы государством авторитарным, я думаю, быстренько бы гаечки закрутили, рассказали всем, кто враг, а кто не враг. Но реалии таковы, что граждане Украины, миллионы граждан Украины готовы Украину защищать, а значительно меньшее количество жителей Украины считают, что с Россией все-таки надо поддерживать хорошие отношения. Я все-таки до гэтага тэрміну, так, Британія пасля 39-го, ну, не працягвала гандаль з Гітлерам, пачалася там гандлёвая вайна, як потым вайна паветраная, не адразу она была наземнай, так, але вот менавіта гэтыя тэмы, тое, што, ну, працягваецца і гандаль, кажуць, што все-таки, можа быць, украінскае грамадства і кіраўніцтва, сапраўды, як вы сказалі, спадзяюцца, што яшчэ можна выруліць на нешта іншае. Як вы в адным інтэрв'ю мне якраз сказалі, што Зеленскі вас спрабаваў зазірнуць у душу Пуціну, як в свой час Буш, но... Глаза. Да, но неяк ён спыніл уже гэтыя спробы? Нет, эти попытки продолжаются с весны 2021 года, и я думаю, что вчерашняя ситуация вокруг Петра Порошенко, которая завтра может развиться, это как раз элемент такой, который есть элементом заглянуть в глаза Путину и показать, что с Владимиром Зеленским можно договариваться. Но не будем предвосхищать события. В любом случае я могу сказать одно, что, повторюсь, миллионы граждан Украины не воспримут никакого примирения с Российской Федерацией. Это абсолютно очевидный факт. Калі казаць пра сённяшнюю сітуацыю, калі ідуць перамовы ці спроба перамоваў ці адказ на ультыматум Масквы з боку Захаду,
ці не адчуваеце Украіна в такой сітуацыі, калі Расія спрабуе дамаўляцца з Захадам, а калі нам не удасся, то мы нападем на Украину. Як бы Украина тут без вины виноватая, коли нам не удастся домовиться с Вашингтоном, то виноватая будет Украина. Ну, я бы сказал, что Россия ведет себя как гопник, да, ничего, что я против ночи использую такое слово, может быть, не экспертное, но это же реально поведение России гопническое. То есть она пытается доказать, что она самая сильная на этом районе, на постсоветском пространстве. Ну, с ее территорией, с ядерным арсеналом, с внушительными финансовыми резервами, это, в принципе, доказуемо. Но вот а какие дальнейшие перспективы? Сильнее ли Россия, чем НАТО? Нет. Сильнее ли Россия, чем Соединенные Штаты? Нет. Экономически сильнее, чем Европейский Союз? Опять-таки нет. То есть Россия пытается громко крикнуть, что она здесь хозяин. Первая, так сказать, зашла в помещение и кричит, что мое место здесь самое лучшее, наверное, под иконами. Под иконами, где святой Владимир Владимирович, объединитель, или как его там называют, находится, и, соответственно, вот он под этими иконами стремится занять место. Кстати, я скажу, вот у вас звучал вопрос о том, какая мотивация Российской Федерации. Мотивация на самом деле простая. Путин хочет восстановить Советский Союз. И я думаю, что и игры с Белоруссией, и ситуация в Казахстане, это как раз свидетельство этих устремлений. І Україна стаіць галоўным, скажем так, каменём, перашкодай на шляху да гэтай яго, ну, скажем, праграмы ці мары, так? Да, кость в горле. Мы уже привыкли. То есть, по сути, каким бы ни было украинское руководство, то есть будет это Зеленский, будет это следующий президент, не знаю. Но я не могу себе представить, чтобы этот человек спокойно полетел там, например, в Москву или в какую-то точку X, где договорился встретиться с Путиным, о чем-то там договорился и спокойно прилетел в Украину. Вот такой сценарий я себе представить просто не могу. Ну, ось як вам, як эксперту, калі вы чытаеце, ну, выказванні іншых палітыкаў ці экспертаў, што заходніх, што, скажем, украінскіх, што вось Захад, ну, аб'ектыўна, без всякай крытыкі, але проста прагматычна будзе гатовы дапамагаць там палітычна, будзе ўводзіць санкцыі, але не будзе вобразна і матэрыяльна кажучы, не будзе ваяваць за Украіну. Это правда, это реальность. И в Украине, я думаю, большинства здравомыслящих людей никаких иллюзий на эту тему нет. Украина же только вот буквально последние полгода начала получать, ну, более-менее ощутимую помощь, там, противотанковое вооружение, возможно, разведывательные данные, возможно, там еще какая-то амуниция. А до этого, ну, были джавелины, которые поставили еще при Трампе, но их не использовали. А так были пулеметы из Литвы, и, в принципе, все, извините. Ну, было военно-техническое сотрудничество с Беларусью. Кстати, тоже нельзя его отбрасывать, что многие украинские военные, кстати, нацгвардейцы, которых упомянул Лукашенко вчера, они ездят на МАЗах или на машинах из МАЗовских машинокомплектов, что, знаете, создает определенную пикантность ситуации. Ну, калі уже заговорили про Лукашенко, то, ну, есть такое агульное меркаванне, что ему, конечно, не хочется влазить в гэтую украинскую авантуру Кремля, маецца на ўвазе конкретно матэрыяльна, военно ўлазіць. Ён, можа быць, і не супраць, каб была напружанасць, у гэтай напружанасці его ставкі неяк вырастаюць для Кремля, але ён не хоча рэальных дзеянняў. Наколькі вы падзяляеце, ну, маецца на ўвазе дачыненне Беларусі да рэальных дзеянняў, ці з беларускай тэрыторыі, ці тым больш беларускіх вайскоўцаў. Наколькі вы падзяляеце такую ацэнку? Ну, вы знаете, Виталий, последние события, они показывают, что Лукашенко решил показать, что в мундире может быть не только картошка. Поэтому он вроде как пытается в камуфляже там рассказывать, какой он гениальный военачальник, планировщик военных операций. Но вы знаете, в военном деле только практика критерий истины. Я не стану напоминать зрителям Белсат, что
белорусская армия никогда не воевала за 30 лет независимости. И проверить ее в каких-то боевых действиях может только, ну, скажем, учение — это не проверка. И вот эта вот союзная решимость, которую анонсировал Лукашенко, это, я думаю, его элемент такого заигрывания с Путиным. Дальше будет еще что-то. Дальше его в марте в Крым потянут, чтобы он его там признавал, потому что он же все-таки называет себя главой государства, которое является одним из учредителей Организации Объединенных Наций, и Кремль будет это использовать. А Лукашенко со своей стороны будет рассказывать гражданам Беларуси о том, что вокруг одни враги. И Польша враги, и Литва враги. Главное, когда список врагов называешь, Россию не упомянуть, а то могут снять с довольствия и будет неудобно. Ну, і калі пытаўся, што ён не хацеў бы, напэўна, вмешвацца ваенным і любым іншым чынам, але ці ёсць зараз у яго магчымасці адбіцца ад націску Масквы, калі Масква это сур'ёз запатрабуе? Ці там прадставіць беларускую тэрыторыю для расійскай авіяцыі, ці нават для расійскіх наземных сілаў. Вот ваш прогноз, ну, прогнозы неудачная справа, ваша ацэнка сённяшняга стану беларуска-расійскіх дачыненняў, зможа ён нейкім чынам выкруціцца ад гэтага? Ну, масштаб заявленных учений – это элемент политического давления, военно-политического, а не элемент реальной угрозы для Украины. Это надо понимать. То есть законы военные предполагают создание преимущества от 3 до 9-кратного, в зависимости от места прорыва. И поэтому, ну, говорить о том, что прямо вот сейчас Лукашенко полностью мобилизирует всех для того, чтобы воевать с Украиной, он же сам говорил, что может к нам только на тракторе приехать. И поэтому я не уверен, пустим ли мы его сегодня на тракторе, но на танке точно не пустим. Тем более, что и рельеф местности на украинско-белорусской границе для танков не слишком подходящий, в отличие от Донбасса. Но то, что Россия будет пытаться Лукашенко как можно сильнее замазать и показать, что он для нее абсолютно управляемый, это факт. Потому что, повторюсь, Россия хочет восстанавливать Советский Союз 2.0. Это для Путина очень заметная идея, а в конце декабря историки говорят, что реально в середине июля 23 года будет 100 лет, как создан Советский Союз. И эта дата, знаете, для Путина очень чувствительная, как первая любовь к Советскому Союзу и к пионерскому галстуку. Вы згадали про беларускія ўзброеныя сілы, і тут зусім недавно былі новыя дадзеныя про то, што рейтинг украинских узброенных сил, ну, в сусветных розных рейтингах, повысился за минулый год, и, коли не помиляюсь, на там 25-м месте, а белорусский там на 56-м. Просто мне нават это место для Беларуси здаецца трошки завышенным, з улікам, ну, якія звесткі прыходзяць, якая там матэрыяльная база, і наколькі сапраўды яны даволі адсталыя і не падрыхтаваныя да рэальных сітуацый. Украинская армия в 2014 году тоже была одной из самых многочисленных в Европе, а потом оказалось, что воевать готовы буквально несколько тысяч людей. И поэтому я бы не хотел пожелать соседнему и дружественному для нас белорусскому народу, чтобы его сыны и дочери воевали против кого-либо. Они могут воевать только против агрессора. Но агрессии со стороны Украины не будет. Это, по-моему, достаточно очевидно, хотя бы потому, что Украина никак не заинтересована ни в каком втором фронте. Зачем нам это? Зачем нам эти проблемы? У нас никогда не было никаких территориальных претензий к Беларуси. Зачем нам это? Мы всегда могли найти общий язык, точно так же, как мы с вами не в первый раз общаемся в вашем эфире. Поэтому чем меньше возможностей у белорусов подчиняться российским приказам или незаконным приказам политического руководства Беларуси, которые будут толкать белорусскую армию на, скажем, действия, которые будут угрожать реально белорусской государственности, тем будет лучше.
Дарэчы, яшчэ адзін факт, у нас адна хвілінка яшчэ, што ў гэтым праекце новай канстытуцыі, які зараз нібыта абмяркоўваецца і нібыта будзе вынесены на рэферэндум, ёсць такі пункт, што з тэрыторыі Беларусі не можа ажыццяўляцца агрэсія супраць іншых дзяржаваў. Гэта некаторыя аналітыкі ўжо звярнулі ўвагу, што это відавочная такая, ну, скажем, бзік такі, відавочная такая адсылка да Масквы, маўляў, вось мы такія, мы не дазволім. Ну, я же говорил, что, и, наверное, зрители Белсат знают, что Украина в 2014 году тоже была внеблоковым государством, а от агрессии России это нас, к сожалению, не спасло. Поэтому я бы сказал, что такая норма Конституции, наверное, позитивная, но там же речь идет и о возможности вернуть ядерное оружие на территорию Беларуси. Это тоже интересный факт. После Будапештского меморандума. Я знаю, что в Беларуси Будапештский меморандум воспринимается не так остро, как в Украине. Но в любом случае на постсоветском пространстве законы законами, а реальность часто бывает совсем другой. Поэтому нам надо понимать, что любая военная авантюра для Лукашенко закончится плохо. И мне бы не хотелось, чтобы она закончилась плохо для Беларуси и ее граждан. Дякую, Евген. Сёння гостем размовы быў Евген Магда, дырэктар Інстытуту сусветнай палітыкі, украінскі палітолог. Перадачу «Размова» для вас правёў, як заўсёды, Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.